В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Площадь лесных пожаров в Якутии уменьшилась за последние сутки. Подробности через несколько минут. ЕГЭ не за горами. Стали известны уточненные даты сдачи единого государственного экзамена. 2 чемпионам мира из Якутии присвоили звание мастеров спорта России. – 88 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Якутии за минувшие сутки. Об этом сегодня сообщил глава региона Айсен Николаев в ходе брифинга по эпидситуации. Больше всего заболевших по Якутии в столице региона – 67 человек. Индекс самоизоляции в Якутске – 1,9. Это значит, что на улице по-прежнему очень много людей. 9 новых случаев выявили в Намском районе, 7 в Алданском, 3 в Мегино-Кангаласском районе и по 1 случаю в Мирном и Вилюйском районах. За весь период в Якутии официально зарегистрировано 1445 случаев коронавируса, 594 человека полностью выздоровели, 7 человек скончались. Ко мне поступает много жалоб со стороны горожан на недостаточную хорошую работу торговых учреждений, где не соблюдается со стороны продавцов масочный режим, перчаточный режим, особенности на рынках. Мною дано поручение на оперативном штабе расследования такие проводить. Мы также и разговаривали с прокурором республики о мерах прокурорского реагирования, которые в таких случаях тоже необходимы. Уверен, что органы Роспотребнадзора в случае наличия таких жалоб будут принимать самые жесткие меры, вплоть до закрытия таких учреждений на определенный период, для того, чтобы не допустить дальнейшего распространения коронавирусной инфекции в городе Якутске и у нас в республике. И в продолжении темы об эпидемиологической ситуации в Алдане подробно готов рассказать наш корреспондент Руслан Павлов. За последние сутки в Алданском районе плюс 6 зараженных и подтвержденных ковид-инфекцией. О мерах, предпринимаемых в Алданском районе, начальник оперштаба, глава района Северин Поздняков. Северин Николаевич, ну опять локальное, да, опять Селигдар. Какие меры будут предприниматься? Ужесточение? Ну, там не то, что ужесточение. Там, во-первых, на территории уже Селигдара развернуты мероприятия по дезинфекции очага и локализации этого очага на территории Селигдара. Вот, сегодня будет направлена группа медицинских работников, оснащенных для того, чтобы обследовать весь поселок, так сказать, который там работает. Вот, поэтому потом дальше будет проводиться заключительная дезинфекция, контактные лица также будут локализованы. Ну, то есть эта работа уже идет не только с сегодняшнего дня плюс 6, а то, что у нас уже вот эти плюсы пошли, и, соответственно, эта работа развернута. Также вся информация у нас направляется в оперативный штаб республики для организации, наверное, и совместного принятия тех решений, в том числе организационных решений по этому участку. Не повторится ли у нас случай, как это было в Чаинде? Ну, не хотелось бы, чтобы этот случай повторился, поэтому тут все, и руководство предприятия, и мы, как оперативный штаб на территории, стараемся предпринять все меры для того, чтобы эта ситуация не повторялась. Вот уже среди населения ходят слухи, это слухи, лишь слухи, что ужесточаться в связи с этим будут меры вообще для всех. Но тут, видите, ужесточатся меры именно для населения, которое проживает на территории, имеется в виду муниципальных образований, будет зависеть от самого населения, которое на этой территории проживает. Потому что тут же не только в целом у нас там выстрелило одно предприятие, а есть у нас единичные случаи, которые и возникают на территории. И поэтому, конечно, от того, как на территории будет соблюдаться режим самоизоляции, насколько люди будут руководствоваться предписаниями Роспотребнадзора, и вот то, что у нас и через СМИ постоянно идет, от этого будет зависеть смягчение, либо, наоборот, ужесточение режима. Вот. На сегодняшний день таких решений пока не принимается, то есть, но, опять же, все будет зависеть от нас, от тех людей, которые живут на территории. Потому что есть у нас, понятно, локальная ситуация, это на золотодобывающем предприятии, а в целом единичные случаи, но, тем не менее, что есть у нас уже почти во всех крупных населенных пунктах, поэтому все зависит от населения. Ну, такая у нас обстановка на сегодня, мы следим за развитием событий.
Количество пожаров в Якутии за сутки увеличилось на 5, однако площадь уменьшилась на 73,5 гектара за счет ликвидации и исключения пожаров в зоне контроля. Итого сейчас в регионе действует 16 природных пожаров. Площадь, пройденная огнем, составила 786 гектаров. Более 370 человек тушили пожары в республике минувшим днем. Сейчас основные силы Главного управления МЧС России по Якутии брошены на защиту населенных пунктов. К работе также готова подключиться группировка авиации МЧС России, если это будет необходимо. В Ленском районе накануне ликвидировали лесной пожар площадью 4 гектара. Задымление в лесу заметили жители сел Турукта и Южная Нюя. Об этом через Лесничего они сообщили в авиалесоохрану. В течение 2 часов на место очага вылетел вертолет с парашютно-пожарной командой. За 2 дня очаг удалось потушить. Как отмечает старший летчик-наблюдатель авиалесоохраны Иван Шарыпов, весенние пожары тушить легче, чем летние. Это и обуславливает короткий срок, за который удалось потушить возгорание. Скорее всего, пожар был от грозы. Есть вероятность, что и от рыбаков-охотников. Такие пожары тоже бывают. Сегодня его потушили 25 мая. На час дня ликвидацию дали. Пользуясь случаем, могу только обратиться к людям, что в лесу нужно более аккуратно себя вести. Не оставлять непотушенные костры, сигареты не бросать, спички. И вообще соблюдать правила пожарной безопасности. Теперь о том, какая ситуация складывается на реках Якутии. Активная фаза ледохода на реке Лена проходит по территории Булунского и Жиганского районов. Нижняя кромка ледохода наблюдается в 100 километрах ниже села Сиктях, а верхняя кромка ледохода у села Джарджан. На реке Колыма ледоход проходит по территории Нижнеколымского района. Нижняя кромка ледохода наблюдается в 50 километрах ниже поселка Черский. Верхняя кромка в 20 километрах выше того же населенного пункта. Наблюдается редкий ледоход. Минувшим днем на территории Среднеколымского и Верхнеколымского районов отработали 2 оперативные группы. Они пристально следили за паводковой обстановкой. А за ситуацией над рекой Колыма наблюдали из воздушного судна МЧС России. Хамовнический суд Москвы постановил в понедельник избрать в отношении Алексея Барышникова, захватившего в субботу отделение Альфа-банка, меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 июля. Напомню, что ранее в субботу 34-летний мужчина пришел в отделение банка и захватил в заложники одного из его клиентов. По информации следствия, мужчина имел при себе предмет, похожий на взрывное устройство. В ходе спецоперации сотрудники управления МВД России при силовой поддержке Росгвардии задержали подозреваемого. По факту захвата Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Ураганный ветер сорвал крышу местного банка в Арамиле, Свердловской области в понедельник. В результате погиб 1 человек. Общее число жертв ураганного ветра в регионе достигло 3 человек. Непогода принесла с собой сильные дожди, грозы и град, а порывы ветра достигали 28 метров в секунду. Более 100 тысяч жителей области остались без света и электричества. По данным МЧС России, по Свердловской области ведутся работы по его восстановлению. Множество деревьев были повалены в результате непогоды, десятки автомобилей были повреждены. Спасатели занимаются расчисткой дорог от поваленных деревьев и обломков кровли. Сотрудники фонда «Друзей» Балтийской нерпы в субботу выпустили 2 ладожских кольчатых нерпят в Ладожское озеро. Прежде чем обрести свободу, нерпята, которых прозвали братцами, подрастали и набирали сил в центре реабилитации фонда. В марте этого года нерпята приплыли в Санкт-Петербург на льдине. Их обнаружили местные жители, которые сообщили в фонд о местонахождении малышей. Одного детеныша назвали «дикий братец», а другого «умный братец» из-за их кардинально противоположных характеров. В изоляторе при попытках разлучить парочку они устраивали самый настоящий бунт. Начинали визжать и обо все колотиться. В порядке исключения братцев приходилось сажать в один бокс или содержать их через прозрачную перегородку, рассказали сотрудники фонда в социальных сетях. Теперь окрепшие нерпята вновь обрели свободу.
Роспотребнадзор опубликовал уточненный график проведения единого государственного экзамена в этом году. 29 и 30 июня пройдут предварительные пробные экзамены без присутствия выпускников. Это позволит настроить всю систему, чтобы ЕГЭ прошел без сбоев. С 3 июля начнется этап очной сдачи ЕГЭ. Он пройдет по географии, литературе и информатике. 6 и 7 июля состоится массовый ЕГЭ по русскому языку, 10 по профильной математике, 13 июля по истории и физике, 16 июля по обществознанию и химии, 20 июля по биологии. Также 20 июля выпускники сдадут письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам, а 22 и 23 июля состоится устная часть. Каким будет отпуск летом в 2020 году, куда поедут россияне и кто останется дома в условиях пандемии? На эти вопросы ответили во Всероссийском центре изучения общественного мнения, а наши корреспонденты узнали, готовы ли якутские турфирмы к окончанию режима самоизоляции. Россияне массово пересматривают свои планы на отпуск. Отдохнуть этим летом собирается каждый третий житель нашей страны. Но путешествовать поедут далеко не все. По данным опросов ЦИОМ, 60% останется дома или на даче. Причины просты – сокращение доходов и карантин. Россияне уже засиделись дома. Очень хочется наконец-то не просто выйти на улицу, но и действительно поехать куда-то отдохнуть с семьей, с детьми. Планируют ли россияне то, что этот отдых в этом году, если он и состоится, то будет сложнее и дороже, чем в прошлом году? Да. И из цифр мы видим, что россияне это видят, они это понимают. Уже анонсировано, что с 1 июня начнется поэтапное снятие ограничений в туристической сфере. Первыми гостей начнут принимать санатории с медицинской лицензией. Сейчас разрабатываются правила для отелей, пляжей и ресторанов. Эксперты отмечают, что за границу в этом году планируют поехать лишь единицы. А те, кто ограничиваться дачей не хочет, отправятся в путешествие внутри страны. Те, которые я знаю, никто не собирается выезжать вне республики, они ищут туры внутри республики. Видимо, это приведет к тому, что увеличится поток внутри республики. Но мы к этому готовимся. Причем отпуск в этом году будет и дороже, чем в прошлом, примерно на 14%. В среднем россияне готовы заплатить за одного члена семьи до 49 тысяч рублей. Это связано с инфляцией. Правда, пока все еще непонятно, как потратить эти деньги, ведь туристов в условиях пандемии принять готовы не все. И даже если вы доберетесь до Черноморского побережья, то рискуете просто провести 2 недели на карантине в гостинице. Максим Кардозу, Джур Березкин, Москва, Якутск. Настоящий праздник музыки устроили сотрудники Дома культуры «Металлург» в Уснере. Жители поселка по достоинству оценили старания артистов, не нарушая режима самоизоляции. И даже не выходя из дома, многие слушали полюбившиеся песни, стоя на балконах или у открытого окна. Останавливались и прохожие, конечно, соблюдая дистанцию. Организаторы концерта говорят, если зритель не может прийти к нам, мы найдем способ донести до него наше хорошее настроение. Идея сегодняшнего концерта пришла мне в голову после того, как я посмотрела Инстаграм. На самом деле очень классно, когда ребята пели на своих балконах, окнах, просто вытаскивали колонки, микрофон, и люди их все поддерживали, аплодировали. Мы очень рады, что девчонки, мальчишки там организовали такой концерт. Очень приятно здесь присутствовать, настроение поднимается. Мне нравится это мероприятие, потому что можно, когда гуляешь, послушать музыку в исполнении других людей. 2 чемпионам мира из Якутии присвоили звание мастеров спорта России. Сергей Константинов и Сергей Фролкин стали первыми мастерами спорта международного класса по масс-рестлингу, хотя победили наряду с другими членами сборной страны. В скором времени ожидается приказ Министерства спорта о присвоении почетного звания и остальным чемпионам мира 2018 года. Отмечается, что за почетное звание присваивают за серию побед в чемпионатах мира или Европы, а также за участие в международных соревнованиях, в котором задействованы больше 25 стран мира. К этой минуте у меня пока вся информация. Оставайтесь с нами и хорошего дня.